20 лет назад вышел в свет первый номер муниципальной газеты «Эхо столицы», правопреемницы газеты «Эхо недели». И с первых дней встал вопрос о выпуске аналогичной газеты на якутском языке. Спустя всего полгода начала выходить единственная в своем роде и по сегодняшний день городская газета «Киин Корот». Первый номер нашей газеты вышел 7 августа 1999 года при поддержке тогдашнего мэра города Якутска Ильи Филипповича Михальчука. С тех пор на протяжении 20 лет в нашей газете публикуются общественно-политические новости не только городского, но и республиканского масштаба. Несмотря на то, что подписка падает, тиражи небольшие, у нас есть постоянные читатели, постоянные подписчики, и мы очень рады работать для них, писать для них. Хотим, чтобы читателей становилось больше, людей, которые читают сахоязычную газету. И вот 20 декабря, в эту пятницу, мы всех приглашаем на наше торжественное мероприятие, которое состоится в Большом зале городской администрации с 5 часов вечера. Это газета с полной панорамой событий, происходящих в столице и республике. Это острые злободневные материалы, точная, оперативная и достоверная информация и обязательно чтение для души. Она для тех, кто не забывает корни и держит руку на пульсе событий. Пункт передержки животных призывает всех желающих принять участие в благотворительной акции «Дом для друга». Любая организация, компания, коллектив или просто неравнодушный человек могут подарить муниципальному предприятию будку для собак, содержащихся в уличных вольерах. Здесь мы начали своими силами на зиму готовиться и строить будки теплые с подручными такими материалами, так скажем, где нашли, где выпросили, где купили сами. Вот после этого у нас поддержала молодежная организация города Якутска. И вот они как бы акцию запустили «Дом для друга». И вот как вы видите, очень много у нас сейчас хорошие вот такие теплые утепленные будки. И вот интересные такие, видите, вот двухквартирка. Мы так и называем эту будку двухквартирка. В настоящее время здесь находится 330 животных. Поступившие в пункт животные проходят через карантин, ветеринарный осмотр и далее содержатся в пункте до 10 суток. За это время есть шанс, что отловленную кошку или собаку приютит кто-нибудь из горожан. Но отказники подлежат усыплению. Данный закон действителен до 31 декабря 2019 года. С 1 января 2020 года вступают в силу новые положения федерального закона об ответственном обращении с животным. Что это значит? Это значит, что сегодня отлов должен производиться по-новому, к нему предъявляются новые требования как к отлову, так и содержанию. Да? Общество пытается и требует от нас быть более гуманными и ответственными. И, безусловно, тех мер и тех средств, которые мы производим сегодня на выделяемое финансирование, их недостаточно. Они сегодня не имеют шанса быть произведены в соответствии с требованием закона. Да? И, конечно, новый механизм требует более полного финансирования. И при отлове все должно фиксироваться на видеокамеру. Это как минимум покупка, да, специализированной техники, это оборудование машин. На самом деле средств очень много, да? Но сегодня пункт передержки, заканчивая 2019 год, делает по максимуму, что может, на то финансирование, которое выделяется. Вот в частности пример, да, когда молодежная администрация 2019 запустила акцию «Дом для друга». Сейчас в год на содержание пункта передержки выделяется 6 миллионов рублей. В 2020 году по причине изменения действующего законодательства цена вопроса возрастает до 192 миллионов рублей. В городском бюджете данные средства не заложены. Окружная администрация инициировала передачу полномочий по обращению с безнадзорными животными на республиканский уровень. Светлана Табалаева, Константин Корякин, Якутск ТВ. На планерке по вопросам ЖКХ в окружной администрации, ресурсоснабжающей организации, управления округов и пригородов отчитались о текущей работе. На сегодняшний день все предприятия города работают в штатном режиме. Санитарное состояние города удовлетворительное. У представителей управ возникли вопросы к Роспотребнадзору, касающиеся согласования размещения санитарных точек. Только после согласования мы должны оборудовать ее как окружная администрация. Хотелось бы разъяснения услышать. Я вам скажу так, что мяч на вашей стороне,
Позиция Роспотребнадзора нам выдана в виде заключения в соответствии с постановлением правительства Федерации 1039 и согласование расположения мест для включения в реестр мест накопления твердых коммунальных отходов уже полномочного органа местного самоуправления. Мы в соответствии с санитарным законодательством выдаем заключение, и вы уже сейчас принимаете решение, включать эти адреса, точки в реестр или нет. Руководитель службы эксплуатации городского хозяйства Аял Игинов дал разъяснение по данному вопросу. В следующем году у нас мы предусмотрели средства, в следующем году будем полномерно вот эти места накопления тепло обустраивать. То есть обустраивать твердым покрытиями, как вы говорите, водонепроницаемым покрытиями, ограждениями и все такое. То есть сейчас, на сегодня у нас стоит запланировать эти работы, деньги мы предусмотрели на следующий год в бюджете. Жильцы дома по улице Кузьмина, 20/1 обратились к руководству окружной администрации с жалобой на управляющую компанию. Первое. Это в прошлом году лопнуло отопление в подъезде. Второй подъезд, дом 20/1. По настоящее время ничего не делается. Нет у нас средств. Как это нет средств? А за что люди оплачивают? Это первое. Ну, то есть, коротко и по сути, да? Вот. Второе. Сняли входную дверь. Была дверь деревянная, но хорошо утепленная, потому что за подъездом смотрели соседи, все было хорошо. Пришли, дверь сняли вместе с косяком. Поставили сейчас дверь, она не дверь, это не скажешь, что дверь, это просто тоненькое какое-то полотно, с какой помойки подобрали, там даже глазок. Ну, то есть, да, она бренчит вся, трещит, да, вот, все. То есть, дверь это не дверь. Вторая дверь, которая уже в подъездная дверь, да, она не закрывается. Утепления никакого, хотя бы просто элементарно плотник пришел, утеплил, этого тоже нет. То есть у человека 3 детей, 1-й этаж. Крыльцо, летом говорилось, сделайте крыльцо, это элементарно, просто не надо там что-то подбить эти доски. Сейчас снегом, но все равно можно ноги там сломать. Аял Игинов дал протокольное поручение представителям службы эксплуатации городского хозяйства и управы Гагаринского округа съездить с проверкой по данному адресу. А жильцам посоветовал поднять вопрос о смене управляющей компании. Светлана Табалаева, Константин Корякин, Якутск ТВ. В Малом зале окружной администрации под председательством главы города Якутска состоялось рабочее совещание по вопросам дальнейшего развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и его сопряжения с пилотным проектом «Умный город». Сардана Аксентьева отметила, что программа «Безопасный город» работает с 2008 года, и несмотря на то, что видеооборудование уже морально устарело, но оно продолжает исправно исполнять свою функцию по сокращению преступлений по всей республике, в том числе по городу Якутску. 10 месяцев положительно то, что сократилось почти на 4%, 3,7% уличная преступность. И когда еженедельно мы заслушиваем отчеты представителей УВД на еженедельной планерке, то как раз там речь идет о том, что с помощью системы видеонаблюдения раскрыто столько-то правонарушений, предотвращено столько-то правонарушений. Поэтому, конечно, никому из здесь сидящих не нужно доказывать и рассказывать о пользе этого комплекса. Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» предназначен для повышения уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания за счет создания комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг и предупреждение возможных угроз. Сама система видеонаблюдения аппаратная программного комплекса «Безопасный город», в него входит система видеонаблюдения и еще система экстренной связи гражданин-полиция. Об этом вот сегодня не сказали, но вот именно система экстренной связи гражданин-полиция, то есть на объектах, на фасадах зданий города Якутске по 10 адресам у нас, значит, установлены переговорные устройства, так называемые, экстренной связи гражданин-полиция. Камеры установлены на наиболее крупных перекрестках города Якутска, автомобильных дорог общего пользования. Эти камеры являются поворотными. Оператор, который находится в дежурной части, имеет в круглосуточном режиме имеет возможность управлять этими камерами. То есть эти камеры поворачиваются в 360 градусов вокруг оси. То есть и плюс еще есть зум, то есть он имеется возможность увеличить картинку, приблизить, допустим, определенное место. От представителей бизнеса прозвучало предложение по проекту комплексного видеонаблюдения с аналитикой, которая будет интегрирована со службами МВД, ФСБ, иммиграционной службой и выведена на пульт дежурного. В рамках проекта «Умный город» не только используются видеокамеры в целях обеспечения безопасности горожан, но и для того, чтобы создавать новые сервисы, в том числе это мониторинг, значит,
пробок, уборки, значит, общественных пространств, для возможности отслеживания других вещей, которые необходимы для нашего города. По итогам совещания Сардана Аксентьева поручила провести инвентаризацию городских видеокамер и создать рабочую группу по синхронизации проекта «Умный город» и комплекса «Безопасный город» в Якутске, а также подсчитать финансовые инвестиции в новые системы видеонаблюдения, предложенные компаниями. Светлана Табалаева, Константин Корякин, Якутск ТВ. В Большом зале окружной администрации подвели итоги уходящего 2019 спортивного года и наградили тех, для кого физкультура и спорт стали неотъемлемой частью жизни. Знаки отличия и кубки победителей вручили начальник управления физической культуры и спорта города Якутска Константин Бурцев, заместитель главы города Якутска, руководитель аппарата окружной администрации города Павел Кириллин, первый заместитель председателя Якутской городской думы Евдокия Евсикова и начальник управления образования Алексей Семенов. В 2019 году Управлением физической культуры и спорта города Якутска проведено 106 культурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Спортсменами, членами сборной команды города Якутска завоевано более 400 медалей разного достоинства. В этом году очень сильно порадовали наши дзюдоистки. С первенства России они привезли 3 золотые медали. Это очень большое достижение, и надеемся, эти девчонки наши пойдут дальше и порадуют нас медалями еще больших достоинств. Они должны участвовать в первенстве Европы. Ждем оттуда результат. По остальным видам спорта, можно сказать, тоже удачно выступили наши спортсмены. Меня, как бывшего боксера, очень радует успех нашего воспитанника Якутской школы бокса, это Назара Андреева. Но, к сожалению, вот уже порядка 7-6 лет не было медалей с первенства России якутским городским боксеров. И поэтому в этом году Назар добился, что он занял 3-е место в первенстве России среди юниоров и занял 3-е место в спартакиаде юниоров. Поэтому... И сейчас он выступает в чемпионате России среди молодежи уже более высокой возрастной группе. Наши спортсмены успешно выступили на соревнованиях Республики, России, Европы и мира. Главным успехом в уходящем году было выступление сборной команды города Якутска на 7-й спартакиаде народов Республики Саха-Якутия. Светлана Табалаева, Константин Корякин, Якутск ТВ. Хотите перевести свою жилую площадь в рабочий офис или наоборот, но нехватка времени и большие очереди заставляют вас откладывать это дело на потом? Не ждите завтра. К вашим услугам портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru, где вы можете воспользоваться услугой онлайн с помощью любого компьютера и в удобное для вас время. Для этого нужно зарегистрироваться и войти в свой личный кабинет на портале, ввести нужную вам услугу, затем заполнить заявление, добавить все обязательные документы, ввести и проверить свои контактные данные и отправить форму на согласование. Легко и удобно. Портал e-yakutia.ru.